Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Порой танцы не воспринимаются как серьезный вид спорта, однако они требуют не меньше выдержки и вовлеченности, чем любое другое занятие. Иной раз нужно иметь стальные нервы, чтобы выдержать конкуренцию. О том, что вдохновляет танцоров, какими качествами нужно обладать, чтобы стать чемпионом, мы поговорим сегодня с нашим гостем Юрием Алексеевым, отличником культуры Республики Саха-Якутия, многократным чемпионом республики по спортивным бальным танцам, бронзовым призером России, судьей первой категории, тренером школы танцев «Санрайз». Добрый вечер, Юрий Захарович. Здравствуйте. Давайте нашу программу начнем с вопроса о том, какие направления у вас есть в студии. И также меня интересует вопрос, может ли один преподаватель виртуозно преподавать сразу несколько направлений, или нужно быть все-таки специалистом в чем-то одном? Наверное, все-таки последнее. Нужно быть специалистом узкого профиля, направления. Также, если по аналогии взять спорт, баскетбол, волейбол, то есть одна команда, две стороны, один мячик, но это абсолютно разные игры. То есть и врачи также могут, они по одной специальности, они хирурги, они же врачи, которые давали клятву Гиппократа. Вот. Но в танцах, казалось бы, что там, танцы, танцуют, что-то сложного, что все могут. На самом деле, наверное, могут-то все, а вот именно виртуозности какой-то, добиться каких-то результатов, наверное, все-таки стоит что-то одним заниматься. Сконцентрироваться, да? Ну и расскажите, пожалуйста, какие направления есть у вас в студии, что танцуете? Мы специализируемся только на спортивных бальных танцах. У нас был опыт, чтобы в школу танцев «Санрайз» мы открывали несколько направлений. Все-таки нет, мы решили остановиться только на танцах. А все остальное, то есть там хореография, контемпорари также, джаз, модерн, кей-поп у нас был. Это все у нас осталось как факультатив, что ли. То есть мы ими не занимаемся уже как профессионально. Это дети у нас занимаются чтобы продвигать или усовершенствовать свой танец в спортивных танцах. Вы, получается, ваш клуб входит в Союз танцевального спорта Якутии. Расскажите, как организована работа и чем вообще Союз помогает вам? Во-первых, это организация, со своим президентом, вице-президентом, со своим уставом и так далее. То есть эта организация, это организует все, то есть вплоть, начиная от тренировок, начиная от набора детей, завершая спортом высших достижений. И вот у нас в этом году будут проводиться Дети Азии. Это все делает Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия во главе с Людмилой Николаевой. Это наш президент. И вот с таким лидером, как Людмила Валерьевна, хочется больше работать, то есть она не то чтобы заставляет, она направляет нас, заряжает энергией, чтобы и тренера, и ее присутствие на турнирах, это все, конечно, приободряет и детей, и тренеров, и всех присутствующих в зале, родителей также. Союз очень активно помогает парам, которые достигают каких-то наивысших результатов. Союз также помогает именно находить, может быть, какие-то контакты на турниры. Мы буквально в конце января, начале февраля мы улетаем все в Казахстан. То есть два коллектива города Якутска. Мы собираемся лететь в Казахстан, там будет международный турнир. И это по направлению, опять же, по рекомендации Людмилы Валерьевны, и Саргланы Борисовой Иннокентьевны. Это наш исполнительный директор по именно спортивным бальным танцам Республики Саха-Якутия. Они предложили поездку такую на международный турнир под флагами, не знаю, это этично говорить, России. То есть это будет большое соревнование. И опять же, поддержка Союза. Здесь чувствуется, да? Да. Давайте расскажем нашим телезрителям о ярких прошедших событиях прошлого года. Каких успехов удалось достичь танцорам? Вообще, в каких мероприятиях принимали участие? Самые, давайте, яркие отметим.
Все яркое. То есть каждое наше выступление мы стараемся танцевать в полную силу, да, то есть у нас нету такого, чтобы где-то на елках танцевали, ну, так, Экономия силы, да? да, а на турнире, выложились. Мгм. Нет, стараемся все-таки танцевать везде, как в спорте, да, то есть быстрее, выше, сильнее. А, И по результатам, получается, у нас было 3 выезда в Москву. Ам, Там неплохо потанцевали наши дети. И республиканские турниры. То есть детей танцующих много, если про каждого говорить. Но, ну да, то есть у нас наши пары, наши солисты, у нас сейчас спортивные танцы активно идут в массы, массовый спорт. Вот, и там есть солисты, как девочки, так и мальчики, да, то есть они могут танцевать и в паре, а могут танцевать и сами тоже. Вот. И наши солисты, получается, тоже занимают не последние места, что очень радует. Мгм. А вообще, как часто бывают соревнования? И вот насколько много ребят принимает участие из Якутска? Или из Якутии в целом даже? В России, конечно же, каждую неделю проводятся Мгм. турниры, и они распределены, опять же, да, у них там есть свои союзы, да, танцевального спорта, и календарный план, да, и мы ездим на турниры, смотря на эти календарные планы, чтобы выбирать где-то, может быть, рейтинговые турниры, да, а где-то чуть меньше, но где можно там достичь больших результатов, тоже такие турниры есть. Из-за пандемии количество соревнований сократилось в разы. Да? У нас прекратили действовать 3 коллектива в городе в Якутске, что также сказалось на проведении турниров. Да? Турниры в основном проводят, конечно же, сами клубы, сами студии. Два турнира в год проводит Союз, то есть президиум Союза танцевального спорта. И наша школа танцев Sunrise, мы проводим ежегодно также 3 турнира. Да? То есть, Внутренних? нет, не внутренних. То есть на Республиканского масштаба мы Мгм. проводим. Буквально вот недавно мы в декабре провели большой турнир в конце года. Собрали практически всех танцоров республики. Вот. Будет у нас в апреле теперь турнир. И да, и один маленький турнирчик свой. То есть, чтобы попасть на большие турниры, наши танцоры в школе танцев, они проходят еще отбор Внутренний. внутренний, да. И Мгм. также по такой же схеме работают и многие коллективы. То есть они проводят и свои турниры маленькие, и, конечно же, они проводят и республиканского уровня, городского уровня турниры. Ну вот, а насколько представители разных танцевальных клубов региона дружны между собой? И вот давайте поговорим про конкуренцию. Вот что такое здоровая конкуренция? Опять же, да, вот это вот слово «здоровая конкуренция», она прямо то, что есть сейчас. Да, у нас нету какой-то зависти, там, тем что-то сделали больше или те лучше сделали. У нас очень много сейчас происходит сообща. Все турниры, все с собственными силами, да, то есть надо найти судей, да, а кто судьи? Судьи — это те же вот тренера клубов, да. А, Получается, если какой-то клуб не пойдет на турнир, то уже нету и детей не будет, да, и Мгм. судьи не будет. То есть в этом плане у нас идет очень хорошая работа и союза, да. И получается, у нас нету такого действия, да, чтобы палки в колеса ставить Мгм. там, или еще что-то. Но, наверное, такое... У нас не очень много танцоров, да, бальной хореографии. И, наверное, все-таки поэтому мы достаточно дружны, и у нас здоровая конкуренция. А вот не шьют, да, сейчас одежду сами? Ну, точнее, не одежду, а вот костюмы танцевальные. Это, наверное, уже спорт высших достижений. Мгм. Да? То есть шить фрак не каждый модельер даже сможет это сделать. То есть это свои особенности, чтобы плечи не поднимались у партнера, да, вот когда он фрак одевает, чтобы все по руке это было. Это нужно, да, брать мерки, ну, снимать мерки, да, и шить. Но шьют в Москве. В Якутске у нас, к сожалению, ничего такого нету. Мгм. И, ну, и вся одежда, то есть и
брюки те же, да, и взять платье партнерши, это будет, не знаю, ну, в Якутске нету, к сожалению. В Якутске нету, и это в основном покупное. То есть мы приезжаем в Москву и покупаем там также в магазинах. Вот. Шьем фраки, шьем платья, но опять же это все на заказ. Ну, давайте поговорим про бальные танцы чуть более подробно. Это очень красивый вид спорта, при этом очень тяжелый, насколько я понимаю. Ну, вот почему-то зачастую бытует мнение, что это не мужской вид спорта, скажем так. Ну, давайте развеем этот миф, расскажем, почему все-таки танцы для мальчиков нужны, важны и вообще, почему должны танцевать парами. Мгм. Ну, своего рода бальные танцы — это абсолют, не знаю, отношений мужчины и женщины, где мужчина должен быть сильный, мужчина, который ведет, да, и женщина, которая следует за ним, да, то есть не как в жизни бывает, да, что делаем вот так, только так и все. Вот такой некий абсолют, который иногда даже, наверное, забыт людьми уже в наше время. А, И почему нет? Почему считается так? Ну, мне такого никогда не говорили, что ты как, не знаю, как девочка танцуешь. Ну, я не танцую как девочка, я танцую как мальчик, да, ну, когда раньше танцевал. И не было такого, чтобы меня там сравнивали, там, не знаю, с девочкой, там еще что-то. То есть я танцую с девочкой, да, а чем занимаешься ты? Не знаю, сидишь дома, что-то вот, какие-то другие спорта, где только одни мальчики, ну, кто из нас? Кто из нас в плюсе, да? Да. То есть в этом плане нету ничего зазорного, да, то есть это достаточно естественно, когда мальчик с девочкой. Было бы, наверное, неестественно, когда мальчик с мальчиком или девочка с девочкой, это, конечно, уже что-то совсем не то. Вот, у нас парные танцы, есть также и сольные танцы, да, но пара, опять же, да, мы учим с детства мальчиков быть ответственнее, девочек как бы чуть-чуть обучаем, наверное, хитрости женской уже, чтобы она не просто командовала, не просто делала, что сама хотела, а именно приходила к тому, чтобы партнер делал так, как она, может быть, хочет. Вот. Но это долгий процесс, конечно же, да, трудоемкий и так далее, но это возможно, потому что это естественно. Мальчик, он всегда был сильный, и в какой-то момент мужчина превращается вот иногда в то, что мы видим сейчас в жизни. Не очень ответственные, не очень уверенные, может быть, да, и где женщина преобладает. Вот. Но все-таки это жизнь, которая, она везде. И этот маленький абсолют, который мы пытаемся сделать в нашем мире бальных танцев, он очень помогает людям впоследствии становиться, не знаю, ну вот, найти себя, может быть, да, в этом мире, не идти на поводу там у чего-то такого, что модно, там еще что-то. То есть это традиции, да, это вот то, что происходило в Англии, допустим, когда были сэры, ну, такие вот, да, джентльмены, там, дамы. Вот это вот нечто такое, что чуточку утрачено, наверное, в наше время, но это очень естественно, я еще раз повторюсь, и это этим и привлекает. То есть это никогда не станет прошлым, это никогда не станет там чем-то таким особенным, может быть, да, потому что всегда есть мужчина, всегда есть женщина. Вот хотела спросить про пары. Вот когда, допустим, мужчина, женщина или мальчик с девочкой встают в пару, они как-то друг к другу притираются, то есть проходит какое-то время, да, чтобы они смогли сработаться. Это же командная работа в какой-то степени. Опять же, спорт высших достижений приходит тогда, когда они проходят такой уровень, да, то есть сначала вот они просто учат шаги, потом учат технику, да, как переносить вес тот же. И когда они становятся в пару, они уже что-то знают. То есть в этом плане именно вот танцы, спортивные танцы, да, спорт высших достижений, уже не будет такой вот прямо
что какой-то мальчик или какая-то девочка, там еще что-то, да, это уже идет как Работа спорт, серьезная, работа, да. А в начальном уровне, конечно же, мы ставим пары, которые подходят друг другу по росту, подходят друг другу, не знаю, по характеру. А может быть наоборот, может быть партнерша гиперактивная, а партнер спокойный, или наоборот, партнер активный, партнерша спокойный. То есть нужно смотреть все индивидуально, нужно смотреть подходы, да, вот как они друг другу, вот вы сказали, перетираются. На самом деле есть упражнения в танце, которые вот есть жизнь, да, есть школа у детей, да, есть там, ну, у взрослых там своя жизнь. Они живут жизнью, приходят в нашу студию танцев, и им нужно делать вот эти вот упражнения, чтобы, опять же, притереться друг к другу, вспомнить друг друга, перенести вес опять тот же, да, вспомнить движение, как они это делали. И, то есть это нужно делать всегда. Нету такого, что они один раз как бы начали танцевать и все. Нет. На каждая тренировка у нас начинается у пар с того, что они начинают, опять же, притираться друг к другу, вспоминать друг друга, какие-то движения, кто-то изменился в росте, кто-то там, может быть, не с той ноги встал, проснулся. И вот это вот все спокойненько, спокойненько, минут 10 мы прорабатываем, чтобы они вспомнили друг друга, притерлись друг к другу также и начали тренироваться уже. Вот хотела спросить, как родителям понять, что у ребенка есть талант к танцам? И можно ли это проверить, скажем так, дома? Может, какие-то занятия есть, задачи можно ребенку поставить? Или обязательно нужно идти на пробы, на просмотр в студию? Ну, то, что вы сказали, все важно. То есть это все составляющая того, чтобы начинать делать все, что угодно. Любой вид спорта, любая деятельность, она всегда состоит из того, чтобы сделать какой-то выбор, чтобы прийти вообще, да, вот в наши холода сейчас, допустим. Это все равно приводят родители детей. Это самим родителям нужно Быть настроиться, готовым, да? да, вот к тому, что есть тренировки, да, вот эти систематические тренировки, которые нельзя пропускать. И также тренируются, получается, и родители тоже. Любой вид, нельзя сказать, чтобы... У нас нету такого, чтобы мы делали отбор, там, как, допустим, на хореографии, на балете, да, чтобы там подъем был, чтобы стопа была какого-то там размера обязательно, чтобы там фактура была. Нет, у нас танцуют все, и танцуют разные возраста, кстати. Мы начинаем с 4 лет, у нас есть пары, которым 86 лет. То есть такого нету, чтобы был именно период, чтобы вот только здесь нужно начинать танцевать, или только вот какой-то там музыкально одаренный человек. Нет. Мы этому учим, то есть слушать музыку, считать счет в музыке, да. Та же пластика, она ну, есть врожденная, конечно же, да, есть врожденная, но это все можно и наработать. Я вообще на танцы попал из-за того, что у меня плоскостопие была. То есть не было никакой расположенности к танцам. Да? Ну, в то время вообще у меня вся семья, они борцы. У меня все братья борцы, все дяди борцы, все знаменитые борцы, кстати. Вот. У меня плоскостопие. И врачи сказали, попробуйте отдайте его на танцы. Я пошел на танцы, и так я остался на всю жизнь в танцах. Ну вот я знаю, что порой детям отказывают в том, чтобы принять их в секцию. Вот какой бы совет вы дали тем, допустим, кого не взяли на танцы? Вот бывают такие школы. Попробовать снова, прийти куда-то еще, потому что дети бывают расстраиваются, родители расстраиваются. Нашу школу танцев такого Не бывает. такой практики нет. Мы берем всех, и оттуда уже мы не отсеиваем. Вот опять же, да, очень много зависит от родителей. Кто-то может как, да, вот влиться вот этот вот режим, распорядок, да, чтобы водить детей на тренировки, чтобы участвовать на турнирах, выезжать, проходить какие-то сборы. То есть, опять же, да, это в детском возрасте очень многое зависит от родителей. От ребенка мало чего зависит. Ребенок хочет, наверное, сейчас сидеть в телефоне дома,
чтобы его никто вообще не трогал, у него свой мир какой-то там внутри этого планшета или телефона, и чтобы никто его не трогал. А если родители идут на поводу у детей вот таких, то ничего, и опять же, получается, и родители вроде бы ничего не делают, и ребенок ничего не делает. Ну, это выбор, на самом деле, родителей. Да? То есть родители сами, если хотят, чтобы их ребенок двигался, у этого ребенка было, не знаю, ну, вот, общение с другими детьми, да, как с мальчиками, так и с девочками. Я думаю, что на танцы приходить нужно, ну, всегда. То есть можно всегда. Нет такого, чтобы был отказ и все, жизнь закончена, да. Но нет, конечно же, нет. У нас много коллективов, много направлений танцев в Якутии. Почему нет? Пусть пробуют танцевать. Танец — это, ну, жизнь, движение — это жизнь, конечно же. Сидеть дома каждый может, но, опять же, от родителей зависит выбор ребенка. То есть будет он сидеть дома, ничего не делать, либо ходить и развиваться. Давайте родителям дадим какой-нибудь хороший совет вот по поводу занятий. То есть давайте прям по пунктам можно. То есть первое — это нужно собраться, организоваться и пойти на тренировки. Что еще нужно? Какой вклад родители делают в будущее своих детей? Мгм. Ну, опять же, да, это должна быть команда, состоящая из ребенка, родителя и тренера. Если будет команда только тренер и ребенок, конечно же, это будет, не будет достигаться каких-то там результатов. Человек, который переходит, ну, ведет своего ребенка в спорт выше достижений, конечно же, меняется, ну, очень многое, да, и распорядок дня меняется. Ну, и дети, которые занимаются танцами, да, у нас, у них распорядок дня, да, и вот этот таймбилдинг, он расписан. Они не могут пропустить тренировку, но также не могут пропустить школу. Ну, и не должно быть выбора, либо школа, либо танцы, да, нужно будет успеть все сделать. У нас турниры проходят там по субботам, по воскресеньям. Опять же, нужно сделать домашнее задание, успеть, да, и все это ребенка как-то вот собирает, да, ребенка, он становится более, Организованно? да, организованным, наверное, вот такое слово. Он точно ставит приоритеты какие-то, да, но мы не лишаем детей детства, конечно же, да, у них есть и свободное время и так далее, но ребенок и родитель, они становятся более организованнее, что у них есть какая-то ответственность, поехать на тренировку, да, тоже какое-то время, уехать с тренировки тоже какое-то время, да, приехать там покормить ребенка и там домашнее задание тоже сделать. Вот. И в этом плане, конечно же, танцы организуют всю семью. Вот, Юрий Захарович, вы сказали, что у вас танцами занимаются пары, которым уже за 80. Я понимаю, что возрастных ограничений нет, но есть какие-то все-таки вопросы по здоровью. Что нужно учесть, если ты хочешь пойти на танцы? Ну, как бы в возрасте, скажем так. Ну что тут можно учесть? Тут ничего не надо учесть. Тут желание танцевать, желание двигаться. И опять же, да, ну, возраст 80 лет, это самый, как, то есть ты уже сидишь дома, у тебя уже внуки, правнуки. Если ты можешь двигаться, ты можешь ходить, почему нет? Да? Почему? Можно же прийти на танцы и не заниматься прямо спортом. Да? У нас также есть Сивцев Михаил, у которого есть проект «Вальс Победы». Также танцует вся республика. И разновозрастные танцуют улусы, танцуют села. И есть несколько сел, где танцуют, ну, село, да, то есть там не так много людей, и получается так все село танцующее. То есть это пары, это 2 человека минимум. А если это семья, то это вот, ну, опять же, да, то есть опять же не сидеть дома, а идти, разговаривать с кем-то, опять же общение и опять же танец, движение, да, и в паре. Да, ты танцуешь со своей женой, да, с которой ты прожил какое-то время, может быть, что-то у вас не заладилось, там еще что-то. Пришли на танцы,
тренер вам говорит, танцуйте вот это, вот это, вот это, ты ведешь, ты следуешь за ним, ну все, и все стало на свои места. Я не вижу никаких преград, чтобы начинать танцевать в любом возрасте. Мгм. А вот какой вид танцев вы бы посоветовали для тех, кто никогда не танцевал? И вот хотела узнать, нужен ли слух обязательно для того, чтобы танцевать? Слух нужен для всего. Мгм. То есть и Ну, просто, музыкальный слух. просто пойти на дискотеку, там, не знаю, потанцевать будет странно, если человек под быструю музыку танцует медленно или же наоборот что-то там вытворяет такое. Ну, то есть нет такого, чтобы прям нужен там идеальный слух, идеальная вот эта вот музыкальность, там еще что-то. Это все можно наработать, это все можно натренировать. Мы объясняем, у нас есть теория музыки в школе, мы объясняем, какие главные доли ну, в музыке, да, на какой счет нужно начинать. То есть это все прорабатывается, допустим, если ребенок пришел с детства все это объясняется, и ребенок потом не начинает все время думать о музыке, там еще что-то. У него это уже входит, не знаю, там, В подсознание, выходит, да, вот танец уже от души танцует ребенок или там человек, взрослый человек. То есть вначале он может прийти не слышать ничего, то есть обычно так и бывает. То есть взрослый, когда приходит, музыка играет и играет, ну и все. Но нет, в музыке есть счет, да, в музыке есть ритм. Это все нужно учесть, и это можно объяснить спокойно. Да, и этому учат тренера, мы все учим Мгм. детей и взрослых. То есть не надо быть каким-то идеальным человеком, чтобы начинать танцевать. Ну вот а какой вид танцев вы бы посоветовали тем, кто начинает? То есть с чего начать легче, может быть, или интереснее, или тут уже как душа пожелает? Конечно, как душа пожелает. Ну, так как я специалист по бальным танцам, да, у меня другого выбора нету, как бальные танцы. Да, это и интересно, и сам двигаешься, и в паре двигаешься. То есть нет такого, что ты стоишь один, и у тебя там несколько человек, которые, не знаю, с тобой выходят, да. Нет, ты вот сам танцуешь, сам слышишь музыку. Если у тебя еще есть партнерша, которую ты ведешь, который ты ответственен за нее, Мгм. она должна выглядеть красиво. Почему нет? Нет, не надо быть таким вот прямо выбор, не знаю, танцев, да. Нет, если хотите танцевать там брейк-данс, можно почему танцевать брейк-данс, там также учат и музыкальность, и чувство ритма. Вот именно бальные танцы — это, наверное, все-таки больше про эстетику, больше про какие-то вот взаимоотношения, какие-то чувства. Каждое наше движение это вот направлено, ну, вот если взять латиноамериканскую программу, это направлено, что мальчик, да, танцует с девочкой, мужчина с женщиной танцует. То есть это все не куда-то распространено там на зрителя или Мгм. там на судью. Нет, это они друг с другом танцуют и рассказывают какую-то историю, может быть. Есть танцы, которые от начала до конца они рассказывают, как они встретились, что у них происходит, где-то они там поссорились, может быть. Вот, и потом опять объединились, опять что-то. Ну, то есть интересно смотреть, интересно ставить все это. Любой вид спорта, любой вид танцев, я думаю, если хочется танцевать, нужно танцевать. Ну вот одно время сердца людей завоевали современные танцы, ну, да вот, например, такие как брейк-данс. Затем снова наступила эра классики. Вот какие танцы популярны сейчас и кто формирует эту некую моду? То есть, допустим, мы смотрим все какие-то телепроекты, где люди танцуют, и вот они выбирают определенный вид танца. Вот что очень популярно сейчас, что на пике? Или такой моды не существует? Ну, про брейк-данс, что он был популярный, наверное, не стоит так говорить, потому что Он популярен брейк-данс сейчас, и да? сейчас популярен. Это вид танцев, который входит уже в олимпийскую, да, семью. Это олимпийский вид спорта брейк-данс. Он был популярен тогда и популярен сейчас, но он, конечно же, видоизменяется. Тренеры, которые раньше танцевали, они видят что-то свое, может быть, да. Также, ну, бальные танцы. Это все делают люди. То есть нету такого, что как-то вот оно зародилось, да. Есть чемпионы, которые что-то сделали, может быть, с ошибкой, а потом
эту ошибку люди посмотрели, о, как прикольно, может попробовать так, и эта ошибка получается в какое-то движение, потом к этому движению придается название, и так получается новое движение, потом какой-то, может быть, новый танец. Все танцы, в основном все танцы, это же, опять же, да, вот что-то было вот естественно. То есть люди сначала не разговаривали, начинали двигаться, начинали там показывать. И очень много танцев пришло к нам из Африки. Практически все танцы, вот спортивные танцы, они имеют корень вот какой-то африканский. Все ритмы латиноамериканской программы, это вот все вот что-то вот такое африканское. И танцы, они всегда усовершенствуются. Они становятся, может быть, где-то быстрее, где-то более чувственнее, где-то более пластичнее. Но нету предела совершенства, наверное. И всегда будет что-то новое, всегда будет что-то неизученное. Люди меняются, но, опять же, вот эта вот цикличность и то, что хорошо забытое старое, все, что новое, да, хорошо забытое старое, это все возвращается. Музыка та же возвращается. Мы слышим сейчас «Ласковый май» очень Да. часто везде. Вот, и, ну, это мы слышали, а дети-то этого никогда не слышали. Для них это, ну, хорошая песенка, хороший мотив. Поменяли ритм, поменяли ремикс какой-то сделали, и получилось что-то новое. И также в танцах что-то вот где-то поменять, где-то ошибиться, может быть, даже. И опять же получится что-то хорошее и что-то вот такое вау. А вот расскажите, на кого из мировых звезд, либо, может быть, российских, равняются сейчас вот танцоры? Кто сейчас топ номер один в мире танцев? Ну, допустим, в бальных танцах. В спортивных танцах, конечно же, очень большая конкуренция. Российские танцоры, они практически лучшие в мире, особенно партнерши. Если взять любую топовую пару иностранную, там кто-то из них из России, ну, из бывшей СССР, может быть, да. Особенно партнерши, они очень активные, то есть нету таких девочек, девушек, женщин, наверное, у них там, как вот российских девушек. Пар очень много, топовых пар очень много, и каждый выбирает себе то, что подходит ему. Да? То есть у нас есть мальчик, его зовут Кирилл, он без ума просто от чемпионов мира, многократных чемпионов России, от Жаркова, прям видит только его, смотрит только на него, как он двигается, как он с партнершей танцует. А его партнерша, вот Кирилла, да, вот Настя ее зовут, она наоборот, она любит другую пару смотреть, там, Цатуряна. Любит, опять же, как они двигаются, как партнерша у него двигается. То есть нету такого, что мы смотрим только на одну пару, только на одну топовую пару и все, танцуем только как они. Мы как тренеры, мы выбираем какой-то, может быть, стереотип для именно ну, танцев, да, но у каждому свое, каждому по чуть-чуть. У кого-то, может быть, руки, как у Бёрнса, ну, многократный чемпион мира, может быть, руки сделай как Бёрнс, а бедра сделай как Галки. То есть что-то такое, что образ составной, что ли, да? То есть мы не можем сказать, делаем только так, танцуем только так и по-другому никак. То есть топовые пары, конечно же, есть, но из них тоже нужно выбрать. Нету прямо идеала такого, чтобы был везде и всегда. Пытаемся найти у каждого, вернее, наверное, так, у каждого чемпиона есть своя фишечка, которую мы пытаемся взять, и усовершенствовать. Да, и придать вот, ну, нашим танцорам, может быть. Благодарю вас за интересную беседу. Думаю, наши телезрители смогли открыть для себя танцы с совершенно новой стороны. Желаю успехов вам и вашим ученикам. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.